Всем доброго дня! А вы знаете, какие украшения казахи носили с 18 века? Сегодня мы вам покажем и расскажем, какие же украшения казахи носили с 18 века. В период с 18 века мужчины-кочевники стали отдавать свое предпочтение перстням. Крупные кольца они носили, чтобы подчеркнуть свое положение и принадлежность тому или иному сословию. Перстни капелевидной формы предпочитала правящая элита степи, сословие рода Кожа, кольца круглой формы. Батыры надевали квадратные перстни. Традиция ношения перстней с родословной тамгой, родовой фамильный знак или печать в большинстве своем утрачена. В некоторых регионах она трансформировалась и носит утилитарный характер. Перстни с родовой тамгой чаще изготавливают в качестве подарка и дарят уважаемым почитаемым главам семьи. Также у каждого мужчины того времени имелся нож в кожаном чехле. Чехол могли декорировать драгоценными камнями или узором на серебре. Также обязательным элементом костюма был мужской пояс. Благодаря художественному исполнению, бляхам, декоративным дорогими тканями и камнями, пояс относился к произведениям ювелирного искусства. Сам пояс называется бельдек. Пояса подразделяются на будный, парадный и боевой. Боевой или охотничий пояс, кылыш и кесе-белбеу были более декоративными, украшались узорами и имели длину в 1,5 метра. Ширина таких поясов достигала 4 сантиметров. Кесе-белбеу после 19 века начали носить более декоративный характер и стал привилегией аксакалов. Такие пояса дарили почитаемым мужчинам и подчеркивали их родовое главенство и достоинство. Пояс передавался от отца к сыну и был оберегом мужского рода. Также мужчины в 18 веке дополняли свой образ небольшими аксессуарами, серебряными ухочистками и зубочистками. Эти детали обычно подвешивались с внутренней или внешней стороны камзола или пояса. Ими пользовались на протяжении 1,5 веков. Чем украшали оружие? Традиция украшать свое оружие была широко распространена среди тюркских воинов. На наконечниках копий, а также стрел, воины подвешивали различного рода тумары, талисманы. Имеются данные, согласно которым младший брат великого Кенесары хана Наурузбай-Батыр пользовался Конгураулы Найза, звенящее копье. Свое прозвище «Копье» легендарного Батыра получило благодаря тому, что Наурузбай украшал свое копье металлическими кольцами. Также широко использовался оружейный декор из перьев филина – ук. Сейчас эта традиция также трансформировалась, и перья филина, а также кожаные тумары подвешивают к колыбели младенца. Если вам понравилось наше видео, прошу вас, поставьте лайк. А если не понравилось наше видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Всех благодарю, что вы были со мной. Всем желаю крепкого здоровья и удачи. До новых встреч, друзья!